Здравствуйте! Сегодня гость программы «7 дней плюс», доцент Института развития образования Латфуллин Марат Вазыхович. Марат Вазыхович, исәнмесез? Исәнмесез. Марат Вазыхович, вот, насколько мне известно, вы ведь стояли у истоков национального образования в 90-е годы. Это было, конечно, сложное, но очень такое важное время, да? Скажите, все-таки, какие достижения и успехи вы сегодня можете отметить? Но я одним из людей был, которые занимались национальным образованием. Там была огромная группа ученых работала, и учителей, и педагогов. Поэтому это труд коллективный. Один человек это никогда не может сделать. Да, я свидетель и участник этого процесса, можно сказать. Я сначала хочу поговорить о понятиях, потому что правильное понимание этих слов это меняет суть дела. Дело в том, что мы употребляем слово «родной язык», оно участвует и в переписи, и народ его употребляет, но при этом смысл его несколько разное понимание этого слова в мире и в России. Например, в России и трактовка Тишкова – это язык, которым владеет человек, которым открылся его язык, это он считает, а в мире родным языком считается язык своего народа. А разница есть? Разница большая. Человек может не владеть родным языком. И это является признаком ассимиляции. Это показатель ассимиляции. Например, по переписи 2010 года татар 5 миллионов, из них 1 миллион не владеет родным языком. Они сами пишут, что они владеют родным языком, татарским. Это означает, что у татар официально к 2010 году показатель ассимиляции 25%. Я думаю, по результатам переписи этого года этот показатель повысится. Поэтому родной язык – это язык твоего народа. Это не тот язык, которым ты владеешь. Например, для татар русский язык не является родным, если они даже не владеют татарским, а владеют только русским, он не является для них родным. Вот в этом принципиальное различие. То есть идентичность, идентичность до языков связаны. Очень сильно связана, да? Да? Сильно коррелирует. Там временной какой-то демпфер есть, но только со временем все равно невладение языком приведет к тому, что человек свою родную культуру своего народа потеряет. Через сколько поколений? Обычно где-то 2 поколения и все. Я хотел остановиться на вопросе о понятии национального образования. Мы очень хорошо это употребляем, но термин национального образования подразумевает, что есть какое-то нейтральное образование, не национальное. Но ни национального образования не бывает. Любое образование национальное. Поэтому национальное образование – термин лукавый, который применяется только в нашей стране, а так-то есть образование на языке. Есть образование на татарском языке, есть образование на русском языке, они по содержанию ничем не отличаются. Там такие же общечеловеческие ценности, такие же общечеловеческие знания передаются только через другой язык. Роль национального образования и уровень владения языком – это тоже взаимосвязанные понятия, да? Да, конечно, напрямую. Потому что язык не передается по наследству. Каждый человек рождается на свет без языка. Нет, но мы же говорим, что есть еще факторы, то есть среда, семья или только школа. Школа превалирующая. Семья только когда человек спит. В основное время. Они приходят, ужинают и спят. А дальше вся жизнь происходит в детском саду или в школе, и на работе. Но многие же говорят, что татарский язык можно сохранить в семье. Если бы это было так, то казанские татары не обрусели бы. Их дети бы не обрусели. Они же татарами приехали из деревни, у них был язык родной, они общались на татарском. Они до конца жизни общались на татарском, но дети их уже на русском общались. То есть мы теперь поняли важность национального образования. Ну, тогда важность образования на родном языке. Да? Поэтому давайте о национальном образовании не будем говорить, потому что образование на русском языке тоже национальное образование. Да. Тогда образование на родном языке. В 90-е годы. Как это происходило, как вы этого добивались и что мы получили сейчас? 90-е годы – это же годы
ренессанса, восстановления. Это не создание что-то нового. Потому что если вернуться в историю, татары всегда обладали очень хорошей системой образования. До присоединения к России и после присоединения в Россию эта система образования сохранилась. Конечно, где-то 200 лет это было неофициально, подпольно, в домах, но с периода 1700 года, с Екатерины II, уже официально разрешили открывать мечети и медресе при нем, и эта система медресе была очень сильно развита, и все татары получали образование, свое образование на родном языке через систему медресе и мектебе. И поэтому в 1870 году в России была принята программа об образовании инородцев. Это было принято Толстым. Это в интернете, эта программа есть в открытом доступе. Любой человек может набрать, например, министр просвещения Толстой или программа образования инородцев. Эта программа. Там отдельный и большой раздел есть для татар. Для них принята отдельная программа. А после революции действительно был на государственном уровне создания системы образования на татарском языке. Потому что Великая Октябрьская революция была национально-освободительной по своей сути. Некоторые народы вообще освободились, например, финны и поляки, они создали самостоятельное государство. Татары по исторической судьбе остались в составе России, но для них были созданы все условия для развития образования. Это не татары только не создали, это была такая государственная политика России, да. Но это же недолго продлилось. Нет, это продлилось до 1934 года. Это 14 лет было. Но оно было решительным, потому что до этого татары не имели государственного образования. Это образование существовало за счет народа. Только образование на русском языке было государственное. Только оно было бесплатным. А обучались татары только за свой счет. Ни капли помощи. Более того, получать образование светское, например, изучать математику, химию, биологию, было запрещено в медресе и гимназиях. Например, вы, наверное, знакомы, медресе Буби. Эта медресе знаменита тем, что они начали преподавать предметы на татарском языке в этих медресе. И за это они 10 лет отсидели в тюрьме. Их посадили в тюрьму за нарушение закона. Нельзя было преподавать предметы на татарском языке. Можно было только на русском языке, исключительно. И в 2020 году была создана Республика Татарстан, но уже в 2018 году первым из декретов было внедрение бесплатного обязательного начального образования на родном языке. Обучение на родном языке было обязательно. Велся учет всех детей, которые школьного возраста, и велся учет, обучаются ли на родном языке. И на всех уровнях, вплоть до вузов. Вот я смотрел отчеты в архиве в Москве, которые хранятся. Там по каждой школе, по всем регионам Российской Федерации есть национальный состав. И есть отметка, сколько из них обучаются на родном языке. Независимо от того, где они живут и работают и проживают. То есть были напечатаны новые книги, как это все происходило? Были напечатаны учебники, готовились учителя везде, на местах. Их готовили. То есть не в Казани здесь готовили, да? Нет, на местах. Готовили во всех городах. Омске, Томске, дальше ближе Челябинске, там в Уфе и Оренбурге. Ну, Оренбург – татарский центр, Тукай там учился, тем более, да. И в этих поволжских городах во всех работали педучилища, работали пединституты, они готовили учителей, и потом книги издавались, ведь издательство просвещения, оно и центральное, в Казани работал только филиал. И эти учебники централизованно издавались на татарском языке, распространялись по всей России, где проживают. В Министерстве образования Российской Федерации был отдел национального образования,
который организовывал, курировал все эти вопросы. Все было централизовано, организовано. Это была политика российского государства в те времена. В России диаспоральных татар нет. Потому что Россия родина татар. Понимаете? Россия родина татар. Там нет диаспор. Если бы татары жили в Америке, они были бы там диаспорой. Так и живущие там, они в России, это их родина. Это коренной народ России. Они вошли в Россию вместе со своими землями. Они не приехали откуда, с Луны не свалились. Это их земли. Просто они сейчас в составе России. Поэтому в татаре диаспор нет. Это следующие терминологические понятия, которые даже татары уже освоили, и это их не задевает. Я живу на своей родной земле, где бы я ни жил. Даже в Москве. Это там не диаспора, это наша столица. Понимаете? Москва наша столица, наша родина. Мы там не диаспора, мы там коренной российский народ. В 1934 году произошли такие изменения. Ввелся выбор языка обучения. Разрешили свободный выбор языка обучения, которым мы хвастаемся. Но это по всем основам педагогической науки не является прогрессом, потому что все великие педагоги, Каменский, начиная с XVI века, Дистерверек, начиная с XVII века, и Константин Ушинский, все говорили, что образование должно быть на родном языке. Образование должно быть на родном языке. Дистерверек, который положил современные основы образования Германии, он более того говорил, педагоги не только должны владеть языком преподавания, родным языком для этого народа, они должны быть представителями этого народа, носителем культуры этого народа. И в итоге, после 30-х годов... После 30-х годов постепенно в городах начали уже школы с татарским языком обучения закрываться, подготовка педагогов прекращалась. Но особый натиск начался перед началом войны. В 1937 году уже ввели обязательный экзамен по русскому языку. По родному языку обязательный экзамен отменили. Потом перевели письменность на кириллицу. А во время Великой Отечественной войны все педагогические вузы в других регионах закрылись ввиду отсутствия денег. И газеты тоже. И, естественно, без подготовки учителей школы автоматом они закрываются, потому что школа – это не здание. Школа – это учебники и учитель. Признак школы – это только это. Если не готовить учителей, я вам хочу сейчас сказать, уже даже в Татарстане уже 4 года учителя на татарском языке не готовятся. Вы имеете в виду кого? Вы имеете в виду... Математики, физики, химии, биологи. Да. То есть это не те, которые будут преподавать язык, да, а те, которые будут преподавать на языке? Да, потому что язык – это только инструмент, это топор. А чтобы сделать изделие, нужен мастер, который владеет топором. А вот математики, физики, химии – это мастера, которые владеют топором. И потом... Отдельно о Татарстане я хочу сказать. В Татарстане была несколько другая политика, более углубленная. Там татарский язык был объявлен государственным. И была принята программа внедрения татарского языка в жизнь. Не как сейчас название «развитие языка». Вот 21 год объявлен развитием родных языков. Наш язык развитый, он совершенный, он просто не применяется в жизни. На татарском языке можно реализовать высшее образование, на татарском языке можно организовать производство, там слов хватает. И грамматика совершенно совершенная, потому что по татарскому языку защищаются докторские диссертации. Но уже сейчас не защищаются. По татарскому языку защищаются. По татарскому, да. Специалисты у нас, доктора имеются, академики, язык мирового уровня. Он признан во всем мире, он в число европейских языков даже включен с помощью финнов. Но он не применяется в жизни. А как тогда сказать, по сохранению, что ли? Нет, по внедрению в жизнь. По внедрению в жизнь. Да, как вот в 20-х годах. Тогда была программа внедрения татарского языка в жизнь. Да?
И его внедряли в производстве, учили людей везде, и на производстве, и в школе, и в детском саду, и в вузах. Да, в вузах шло преподавание на татарском языке, печатались учебники. Вот, например, знаменитый математик-механик Муштари, он автор книг по математике, учебников по татарскому языку и литературе. Он мировой известный ученый. И потом внедрение в жизнь татарского языка – это не песни и пляски, это не газеты на татарском языке. Внедрение в жизнь – это наука на татарском языке, это образование вузовское на татарском языке и производство на татарском языке. Оно возможно. Ну, например, в Москве на одной из конференций я выступал с докладом опытом нашим о работе школ с татарским языком обучения. И я там говорил, мы все предметы преподаем на татарском языке. И там из зала удивленно задали вопрос. Потом уже в порядке обсуждения. Как вы преподаете математику на татарском языке? А где же вы берете термины? Я говорю, термины мы берем там же, где и вы. Вы думаете слово математика, геометрия, алгебра, плюс, минус, синус, косинус, биссектриса, гипотенуза – это чисто исконно русские слова? Нет, они не русские. Более того, даже ни одного названия учебного предмета в школе на русском языке нет. Даже литература слова не русское, и даже история слова не русское. Это story по-английски хранить. Ну как, вы их смогли убедить? Я смог убедить, конечно, термины такие же. Термины, они общепринятые, а на основе из них латынь и английский. И обозначения точно такие же. Вы, наверное, учили, в школе обратили внимание, что у нас обозначения по предметам латынские. И по физике тоже, и по химии тоже. А почему? Да, а почему же тогда родители так боятся отдавать своих детей в национальные гимназии? А потому что идет пропаганда. Татары не знают своих ученых. Они не знают их. Мы же, татары у нас ассоциируются с кем? С танцорами, с певцами, ну, в крайнем случае, с журналистами, писателями. А у всех подсознание, что ученых нет. А у нас ученых очень много. Знаменитых не в Татарстане, а во всем мире. Например, институт Макса Планка, ведущий институт физики мира, возглавляет Рашид Суняев. Он татарин. Он в душе татарин. Он, по-моему, и детей своих тоже да, воспитал в татарской среде. Да, и нашел жен для своих детей татарочек. Все, там все нормально. Он очень беспокоится, что в Казанском университете нет татарского языка. Он мечтает об этом. Ну, есть же... На каждом конгрессе об этом выступает, что в университете татарский язык должен быть основной язык казанский. Марат Владимирович, ну у нас же есть институт филологии, межкультурных коммуникаций. Вы опять путаете. Это по татарскому языку. На мехмате его нет, на физфаке его нет, биофаке нет, на журфаке нет, на исфаке нет. Представляете? На исфилфаке нет татарского языка. На журналистике нет татарского языка. По биологии нет. А специалисты, люди есть. В университете очень много татар, хорошо, как я, владеющих татарским языком. Ну, это уже, наверное, последнее поколение. Они могут преподавать. Нет, вы зря думаете, последнее поколение. Мы в 90-е годы зря не сидели. Мы очень много выпустили учащихся, владеющих татарским языком. Ну, может быть, стоит построить все-таки университет, национальный университет, и туда всех вот уже собрать. Понимаете, тут что вы подразумеваете под национальным университетом? Понимаете, университет, он поэтому и называется университет. Университет должен быть полилингвальным. В том числе там и должен быть татарским языком. Недостаток всех наших университетов российских, там нет крепкого английского языка. Например, я в аспирантуре выучил английский, и потом, уже работая, мы семинарили, учили английский язык, потому что ученый, чтобы быть на передовой линии науки, должен владеть английским языком. Пока ты не публикуешься на английском языке, тебя никто не знает, и ты не знаешь новостей в мире. Ведь сейчас мир очень тесный. Наука вообще, она универсальная. И поэтому надо владеть английским языком. И русским надо владеть, раз мы живем в России. Это государственный язык. Надо уважать и знать. Но при этом надо знать и родной язык. Он никак не мешает.
Он обогатит каждого человека. И родной язык. И в мире сейчас тенденция такая, многоязычие, полилингвальное образование, и международными всеми организациями поощряется владение даже доминантного народа языками меньшинств. Да. И это общество сплачивает, облагораживает и потом расширяет знания. То есть это вообще общемировая практика сейчас уже, да? Да, это конечно. Полилингвальное образование, общемировая практика. И более того, например, родной язык является главной образовательной компетенцией. То есть человек, не владеющий родным языком, не считается образованным человеком. Ну, может быть, для получения аттестата о среднем образовании надо сдавать экзамен по родному языку по всему мире. Ну, например, Россия перешла в федеральные государственные образовательные стандарты. Они созданы на основе образовательных компетенций, принятых Евросоюзом в 2005 году. Так как Евросовет России входит, европейское образовательное пространство входит. Вот, например, вы знаете, у нас в высшем образовании появился бакалавриат, магистратура, программы у нас согласованы с Россией, общеевропейскими программами и общемировыми. А сейчас, с 2007 года, Россия перешла и на стандарты и общеевропейские, на образовательные компетенции. И вот в этих образовательных компетенциях Россия изменила только одно. Она опустила компетенцию по родному языку. И все его компетенции по родному языку передала русскому языку. Сейчас все наши народы изучают русский язык в школе как родной. И сдают экзамен только по русскому языку. И это является показателем образованности. Но в мире не так. Показателем образованности является знание родного языка. Например, вот сингапурские методики наши, Великалис, вы даже, наверное, знаете. В Сингапуре, чтобы окончить школу, надо сдавать обязательный экзамен по родному языку. Без экзамена по родному языку вы аттестат не получите. И, следовательно, вы высшее образование не получите. Марат Вазыкович, ну сейчас поздно уже что-то начинать заново? Нет, или почему никогда же? Не поздно? И это должно быть главным требованием народов к федеральной власти, чтобы родной язык был включен в перечень основных компетенций, образовательных компетенций, и был обязательный экзамен по родному языку, который точно так же, как русский язык, влиял на поступаемость в вузы. И тогда по цепочке уже, да, все Естественно, сложится? само собой, конечно. Но это единственный в мире принятый инструмент сохранения языков. Другого нет. Он должно быть образован. И это естественно, я уже говорил, человек рождается без знания никакого языка, он не владеет языком. Он человеком становится в человеческом обществе, овладевая каким-то языком и через язык овладевая опытом человечества, который называется знаниями. Знание – это опыт человечества. И вот человек может войти в человеческое общество, только овладев вот этими знаниями через какой-то язык. А этот язык должен быть родным, чтобы народ сохранялся и жил, и процветал. Другого инструмента нет. А все остальные – это лукавство. Марат Вазыкович, спасибо вам большое за такое подробное, за такое интересное интервью. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы был доцент Института развития образования Латфулин Марат Вазыкович. Бигзур Ахматизге, сау балавыз.